Всем привет из солнечного Сочи. 25 февраля, воскресенье, плюс 15. Идем по Новогинской. Людей много гуляет. Спускаемся к морю. Никогда его не послушаешь. Давайте. Да, мне мама говорит, я думал, ты говоришь, на едет со мной. А так он там за собой. Ладно, едем. Прям уже почти весна скоро. Погода просто шикарная, только слегка ветер. А так супер погодка. Я уже утром сходил в тренажерный зал, позанимался. А сейчас решил приехать в Сочи прогуляться. Все зелененькое, все цветет и пахнет. Красота. Здесь такие пальмы роскошные. Вон, людей сколько. Все дружно маршируют на набережную. Так, надо сейчас застегнуться. Минуточку. Сладковато. Кто желает сладковато? Там какие-то танцы, песни. Смотрел прогноз. По прогнозу вся неделя будет солнечная. Уже прям все. Хватит зимы. Пора уже, чтобы весна вступала в свои права. Ну, кстати,
Зима была такая. Особо снега в Сочи, в Адлере не было. Дожди только были вот в декабре, в январе прям часто, через каждых 3-4 дня дождь. В феврале уже чуть меньше было дождей. В феврале уже температура была чуть потеплее. Вот, ну, будем надеяться, что все-таки сколько тут осталось, 29 дней, что этих 5 дней, 4 дня будут уже все последними зимними деньками и наступит весна. Да даже вот пускай будет плюс 15 тоже нормально. Главное, чтобы не меньше. Плюс 15 это отличная температура. Не холодно и не жарко, а когда вот такая солнечная погода, то вообще супер. Так, ну вот мы уже и дошли. Сейчас свернем и пойдем на ту сторону. Так, возле моря будет ветрено, по ходу дела. Если здесь чуть ветерок есть, то возле моря будет ветер. Так, ну что, мы на этой стороне уже морской порт. Морской порт, красота, погодка вообще супер. Погодка супер. Уточки, чайки. Красота. О, лимузин. Хаммер. Хочет нас прогнать, хочет нас послать, он очень строг. Так, ну что, пойдем на набережную. Сходим, посмотрим, что там происходит. Самокаты. Погодка вообще шикарная. Погодка. Людей сколько. Да, родной, привет. Все куда-то идут. Всем куда-то надо. Гуляет дальше. На парус, на яхте прокатиться.
На парусной яхте. Тут ветер. Ловись, рыбка большая и маленькая. Пахнет рыбой. Но тут можно и полдня просидеть и особо ничего и не поймать. Сколько он рыбаков. Там цена вообще там 300. Вот так целый день, если или полдня сидишь, ловишь, то можно и загореть лицо. Загар лица можно получить по-любому. Сочи Гранд Марина. Сколько рыбаков сидит. Спрашивают, что ловится, что не ловится. Какое удилище какое. Так, что-то у меня этот замок болтается. Мелкую рыбешку вытягивают все равно. Хотел вам Сочи показать. Показать? Показать Сочи вам. Покажите, покажите нам Сочи. Так, тут, как обычно, занято все. Пойдем пить кофе на набережную. Раз, удочка, раз, раз, раз. Дергают, дергают. Так, сколько? 12 показывает. Я думал 15. 12. Море 2 градуса. Вода. А что такое вода? 10. Вода 10, а волнение моря 2. Походу. Открываем. Красивая яхта. Синяя. Среди всех выделяется у всех белая. Это синяя, и вот это тоже цвет такой.
интересный. Так, ну что, идем на набережную. Возьмем кофейка. Так, а время сколько, посмотрим. 2 часа. 2 часа. А, туда пошел. О, тут шторм даже. И ветер прям, ничего себе. Вот это да. Ух, обалдеть. Обалдеть. Вот это да. Вон там он сцену ставят уже. Готовится к этому, наверное, фестиваль молодежи. Да, вот так вот. Ветерок тут и шторм. Да, тут сцену будут ставить. Хотел он делать только вот посолил. Мама камень. Сейчас возьмем кофе. Пойдем пройдемся по набережной. Вон сколько людей. Обалдеть. Кофе, мофе, он там волейбол рубятся. Команда. Так, пошли пройдемся. Кофеек, бурундучок. Людей сколько, сегодня выходной. Солнечно, все гуляют. То в Сочи, кто в Адлере. Да, шторм, блин, нормально так. Вот такая вот сегодня атмосфера выходного дня. Даже он загорают есть. Диджей, как обычно, наяривает. Люди отдыхают, качаются.
Вон на этих сабах. Ха. Стоя. Один стоя, второй сидя. Ха. Да, погодка ништяк вообще. Супер. Погодка просто супер. Не так, конечно, классно, когда стоят на берегу такие вот качели, выносят такие всякие пуфики. А летом, интересно, они тоже есть? Или летом их убирают? Как здесь летом, я не знаю, ни разу не был. Летом я всегда в Крыму. Парусники он дальше там. Сейчас посмотрим. Под зонтом даже ходят. Шикардос вообще. Море такое. Сейчас посмотрим, что тут на этой стороне делается. Вот тут люди. Так, стаканчик мой не упадет. Пошли поднимемся на смотровую нашу любимую. Люди отдыхают на чили, на расслабоне. Кто где отдыхает. Нам наверх. Вон людей там сколько. Обалдеть.
мы поднимемся наверх, посмотрим вид сверху. Нам еще надо успеть в Адлер съездить на велосипеде, поснимать. Только уже с GoPro съемка будет. GoPro. Так, спустимся здесь, а поднимемся здесь. Да, сегодня ветрено. Но, тем не менее, хоть и ветер, но тепло. Плюс 12. Из-за того, что солнечная погода. Ну, кто-то уже с чемоданом домой. Сейчас пообедает на пляже, отдохнет возле берега и домой на самолет. Вот такие виды здесь. Чем выше, тем красивее. Люди здесь тоже отдыхают, чилят. А спустимся мы здесь сейчас. Я тебе не про сейчас. Здесь хорошее место. Летом от солнца прятаться, деревья есть. А что-то я здесь на этом центральном пляже не вижу навесов на пляже, или их просто убрали сейчас. Ну да, навесов таковых конструкций нету, наверное, просто ставят эти зонты такие большие.
лежаки, зонты. Красотища, конечно. Ой, хорошо на море. Зимой. Летом по-своему классно, а зимой по-своему. Но летом здесь примерно как в Ялте, в Алуште. Вот примерно так. Сейчас даже больше, наверное, из-за того, что аэропорт один сейчас работает, и поэтому сейчас больше, наверное, людей будет. В том году вот было, позатом, и да, и в этом все равно, да, больше людей в Сочи, в Адлере, чем в Алуште, в Ялте. А так вообще, да, примерно одинаково. Но многие, которые в Сочи здесь живут, многие говорят, что в Крыму лучше в плане пляжей, в плане вот природы. А в Сочи просто больше развита инфраструктура, вот. Поэтому как-то так. А так в плане вот пляжей и вот природы в Крыму, конечно, намного лучше. Вот. Здесь даже в районе Сочи песчаных пляжей нигде нормальных нету, только вот в Абхазии, в Пицунде, в Сухуми. Ну или брать, если другой какой-то курорт, то надо ехать в Геленджик, в Анапу. Там есть, да, песчаные пляжи, а здесь нету. Так, ну что, идем обедать. Сколько там? 2 часа 19 минут. Идем на обед. Так, что-то тут можно тут ходить. Не, 10 тысяч. Сейчас выкинем. Собака в теньке спряталась. Так, малыш что-то с самокатом не может справиться. Дергает его. Я могу позвонить? О, каски. Двое на самокатах. Правила безопасности прежде всего.
то можно и на самокате где-то угудеть, улететь на набережной. Что-то эти на сабах. Один остался здесь, а второго не видно, где он делся. Что-то он плавает. Кто просто ножки зашел помочить. О, кто тоже он купается. Плюс 10 вода. Женщина. Молодец. Ой, 0,5. Нам не надо 0,5, нам надо единичка. Он должен быть маленький. Ох, волна пошла. Красивая. А он сабы выложили. Прокат. Собачка. Собачники. Куча собак с маленькими все. Ну, мужик загорает в кайф. Балдеет. А чё? Солнце светит. Хорошо. Не просто смотреть, а купаться. Кайфушки. Вон тоже там загорают. Не, вообще, да, погодка сегодня супер. Если б не ветер. Другое дело. Маяк. Так, но мы идем в наш кафе, ресторан. Наш любимый. На второй этаж в Дельфины. Русалку. То я после тренировки только кофе попил и съел. Что-то там съел из этого десерта. Какой-то там шоколадный десерт был. Так что сейчас надо покушать бы. Да, это готовят сцену. А, нет, 23 февраля написано. Да не, наверное, с днем защитника Отечества. А, это тут была сцена. Это ж я здесь не был на 23. Тут, наверное, выступали. Ну, наверное, останется. Может, что-то будет к этому, На меня есть работа. к фестивалю этому. Может, что-то здесь тоже кто будет выступать. Открытие там фестиваля, все дела. Спортсмены бегали. Спортсменки. Дельфин и русалка. Так, время 2:30. Я думаю, как ее... Ой. Дельфин и русалка. Сейчас надо ждать по-любому.
Наше представление окончено. Спасибо, что были с нами. Завтра вас ждет вечер русской классической музыки.